В языческом Риме сильные и храбрые рабы становились гладиаторами. В багдадском халифате особенно ценились тюркские невольники, и поэтому из их числа формировались отряды гвардейцев-гулямов. В Османской империи из числа детей покоренных народов формировался янычарский корпус. Но предшественниками янычар были мамлюки Египта. Кем они были по происхождению и какова их роль в истории? Мамлюки – овеянное славой имя, особенно в истории Востока. В сознании Запада эпоха мамлюков связана с крестовыми походами, воспетыми романтической литературой. Это Саладин, Ричард Львиное сердце и другие персонажи рыцарских романов Вальтера Скотта. Но что стоит на самом деле за именем мамлюков? 13 век. Непобедимые монгольские рати смерчем неслись по просторам Евразии, сметая все на своем пути. Политическое объединение Дэшт и Кипчак, или Половецкое поле, процветавшее на протяжении 2 веков, было залито кровью и огнем пожарищ. Огромное число кипчаков было истреблено, другая часть была продана в рабство. Считается, что первая часть мамлюков это были те, кого монголы продали, взяв в рабство молодых воинов, молодых тюрков, взяв в плен или взяв в рабство, отправили в Египет, а затем они поставлялись уже в течение последующих столетий вот по разным путям, опять-таки через Крым, и дальше они шли в Египет. В это время в Египте правил султан Ас-Салих Айюб. Он принадлежал к выдающейся династии аюбидов. Аюбиды – династия султанов Египта курдского происхождения. Ее основателем был знаменитый султан и полководец Салах ад-Дин, известный в Европе как Саладин. Вот как ни парадоксально, но оказывается, в XII веке его очень хорошо знали в Европе. Не просто знали, но чаще всего он выступал не как угнетатель христиан, а как человек, который обладает удивительным интеллектом, удивительными способностями военачальника, что это человек, с который куртуазен, а с точки зрения европейца это, в общем-то, было очень хорошее качество. Более того, Салах ад-Дину приписывали даже так, любовные связи с французской королевой. И, в общем-то, это очень удивительно, и причем никто при дворе не пытался даже как-то так это негативно отзываться о такой приязни. Более того, в XIII веке Данте, когда он приступил к написанию своей божественной комедии, в первом круге ада, который, так скажем, такой райский уголок небольшой в аду, он поместил, помимо своих любимых Вергилия, он поместил туда Салах ад-Дина. О нем была жива память, и она вошла в это вот великое литературное произведение как положительного героя для европейцев. Захватив власть в Египте, Салах ад-Дин во главе своих войск, состоявших из турок-сельджуков, наносит поражение крестоносцам в битве при Хаттине. Это же знаменитая битва при Хаттине или Генесаретском озере. И там Салах ад-Дин опять показал свою вот эту вот рыцарственность и благородство, которые вот помогли оценить, имея кодекс чести рыцаря, европейцы. Он никого из рыцарей, никто не пострадал из пленных, взятых после катастрофической для европейцев битвы. Единственное, кого он казнил. Он казнил Рене Шартрского, который ограбил, изуродовал тот караван, в котором из Иерусалима в Дамаск путешествовала любимая сестра Салаха ад-Дина. Иерусалимский король Ги де Лузиньян попадает в плен, а священный город после недолгой осады сдается на милость победителя. Он, как и существовало, кстати говоря, в арабской традиции, он потребовал выкуп.
Но это буквально вот первые арабские завоевания, когда они проходили при 4 праведных халифах, это было правило. То есть 4 динара за душу и, пожалуйста, никакого разграбления, никаких уничтожений человека. Это пережил весь восточный мир, вот эти вот такие условия. И такое же условие поставил Салах ад-Дин. Но, конечно, в Иерусалиме были бедные и богатые. Тогда Салах ад-Дин очень удивился и сказал: а почему ваши богатые не могут выкупить бедных? И это подействовало, по всей видимости, на деятелей, на торговцев, на феодалов Иерусалима. Они частично внесли деньги, но не все. И после очень долгих переговоров Салах ад-Дин стал вкладывать свои деньги. Он разрешил своим родственникам, своему брату, например, выкупить там несколько тысяч христиан и отпустить их на свободу, выйти. Ну, потому что принцип есть принцип, его нельзя нарушать, потому что он был человек слова. После смерти Салах ад-Дина крестоносцы продолжают упорно наступать на восток, надеясь взять реванш за предыдущие поражения. Состоялись 4-й, 5-й и 6-й крестовые походы, но без особенного успеха. И вот в 40-х годах грозного XIII века к власти в Египте приходит султан ас-Салих Аюб, потомок Салах ад-Дина. Не обладая полководческим даром своего выдающегося предка, он, тем не менее, принимает все меры для укрепления египетской армии. В те времена на Востоке лучшими воинами считались тюрки. Именно поэтому султан Салих начинает усиленно скупать тюркских рабов на невольничьих рынках Средиземноморья, с тем, чтобы ими пополнять корпус мамлюков. Мамлюки – военная каста, рекрутировавшая из юношей рабов тюркского и кавказского происхождения. Юноши обращались в ислам, обучались арабскому языку и тренировались в военных лагерях-интернатах. Первая часть мамлюков это было около 10-12 тысяч человек, а затем корпус мамлюков увеличился в 15 веке около 40 тысяч. Комплекс военной и физической подготовки у мамлюков назывался фурусия. В него входило фехтование, упражнения с копьем и другим оружием, борьба. Важнейшим навыком для мамлюка была стрельба из лука. Они также обучались владению арбалетом в конном и пешем строю. Дело в том, что мамлюки проходили специальное обучение. Интересно, что в качестве обучения в основу была взята идея охоты, коллективной охоты на зверя. И вот в рамках этой охоты рассредоточение сил, загон, атака из засады. Вот так проходило обучение мамлюков в специальных школах. Мамлюки, учившиеся у одного и того же мастера, назывались хуждашами и, как правило, на протяжении всей жизни были верны узам братства. Всех мамлюков, купленных в правлении султана Салиха, называли салихия, то есть салиховцы. Мамлюки были лучшим воинством исламского, а возможно и всего мира того времени. Если христианские армии держались на храбрости отдельных рыцарей, то мусульманские – на выучке целого корпуса профессиональных воинов-мамлюков. В памяти Востока они остались лихими воинами, не лишенными щегольства. «Джамилюн каль-мамлюк» – «красив как мамлюк», гласит арабская поговорка, сохранившаяся до сего времени. Среди доставленных в государство юбидов рабов был юноша по имени Бейбарс, происходивший из кыпчакского племени Бурдж-Аглы. Название Бурдж-Аглы является всего лишь вариацией этнонима Бурджан, который носит одноименный башкирский род. Задолго до монгольского нашествия часть племени Бурдж-Аглы откололась от своего основного этнического массива и вошла в состав Дэшты и Кипчака. Сам Бейбарс был жителем Крыма, и, вероятно, именно там его застало монгольское нашествие. Проданный в рабство, он оказывается в Сирии, где его покупает мамлюкский эмир Айтегин. Вскоре его выдающуюся военную доблесть замечает сам султан Салих и делает командующим армией, когда в 1249 году в Египет вторгаются войска 7-го крестового похода. Тактика боевых действий это была конная. Большая часть мамлюков были кавалеристы, хотя и была пехота, которая, кстати, действовала очень хорошо. И мамлюкская пехота умела отбиваться от кавалерии, что, кстати, был очень редкий случай. Мамлюки к этому времени были подготовлены.
Подойдя к Египту, французы захватили в дельте Нила город Дамьетту. Затем Людовик IX начал наступление на Каир. В это самое время умер султан Салих. В Египет срочно был вызван Туран-Шах, сын покойного от первого брака. В феврале 1250 года крестоносцы потерпели поражение в битве при Эль-Мансуре, в которой погиб брат короля Роберт де Артуа. Главные же силы французов во главе с королем были разбиты в битве при Фарискуре. Вся армия крестоносцев была уничтожена, а Людовик IX попал в плен. В мае того же года пленные французы с королем были отпущены за выкуп 800 тысяч бизантов. Сразу же после освобождения Карл IX бесславно отплыл в Акру, последний оплот крестоносцев на Востоке. Но не это стало главным итогом победы мамлюков. Новый султан Туран-Шах имел буйный нрав, относился к мамлюкам презрительно и нисколько не ценил их заслуг. Тогда Бейбарс составил заговор, и последний представитель аюбидской династии в Египте был убит. Управление страной перешло в руки вдовствующей султанши Шаджар ад-Дур. Но мамлюки не захотели подчиняться женщине, поэтому ей было предложено выйти замуж за мамлюка Айбека. После того, как она исполнила их требования, Шаджар ад-Дур заставили отказаться от власти в пользу мужа. Аль-Малик Аль-Муизз Изз-ад-Дин Айбек Туркмани. Туркмен по национальности. Первый мамлюкский султан Египта. 1250-1257 годы. Воцарение Айбека не всем пришлось по душе. Бейбарс и другие мамлюки бежали в Сирию. Чтобы иметь возможность действовать против них, там султан решил жениться на дочери эмира сирийского города Мосул. Оскорбленная Шаджар ад-Дур организовала убийство своего мужа, когда тот мылся в бане. Вскоре после этого труп черной вдовы нашли за пределами Каирской крепости, а новым султаном стал Кутуз. Аль-Малик Аль-Музаффар Саиф ад-Дин Кутуз. По утверждению Макризи, его матерью была сестра Хорезмшаха Джалал-ад-Дина. Кутуз был взят в плен монголами и продан в Дамаск. Мамлюкский султан Египта в 1259-1260 годах. При жизни Айбека Кутуз был в числе его горячих сторонников. Бейбарс, как известно, был в оппозиции. Он по-прежнему не собирался возвращаться в Египет и даже поступил на службу к противнику Кутуза Аюбиду Насиру Юсуфу, владевшему Дамаском. Но вскоре произошли события, которые заставили встать их по одну сторону баррикад. В 1258 году монгольские войска Хулагу-хана взяли Багдад. Последний халиф Аль-Мустасим был казнен. Этим монголы не ограничились. Ими были взяты Дамаск и Халеб. В последнем были истреблены все жители. Над миром ислама нависла угроза полного порабощения. Тогда султан Кутуз объявил против них джихад. Монгольские войска под командованием Найона Кит-Буги стремительно продвигались по территории Палестины. Среди монголов были вспомогательные отряды армян и грузин. В этих условиях Кутуз призвал Бейбарса встать под его знамена, чтобы совместными усилиями остановить Желтый крестовый поход. У мамлюков была такая же организация, как и в степи. То есть основное войско, войско левой руки, войско правой руки. То есть они здесь копировали монгольскую организацию, ну, старинную степную организацию. И вот эта вся организация перешла как раз в Египет, и мамлюки ее очень активно использовали в борьбе с крестоносцами, а затем уже в борьбе и с другими наступающими силами. Бейбарс откликнулся на призыв. 3 сентября 1260 года у деревни Айн-Джалут на реке Иордан мамлюки встретились с монголами. Битва началась с атаки монгольской конницы. Бейбарс ложным отступлением завлек Кит-Бугу в засаду, где на него с 3 сторон ударили мамлюки. Монгольская армия потерпела поражение. Кит-Буга попал в плен и был казнен. После битвы при Айн-Джалуте Кутуз стал раздавать награды своим военачальникам. Одному из них, Санджару Аль-Башкурди, он отдал в управление Дамаск. Алам-ад-Дин Санджар Аль-Башкурди, башкир по национальности, был атабеком, опекуном молодого султана Аль-Мансура Али, сына Айбека.
После победы над монголами Бейбарс также желал получить свою долю добычи. Санджар аль-Башкурди получил Дамаск. А что получил он? Бейбарс попросил в управлении Халеб, второй после Дамаска город Сирии. Однако султан, сомневавшийся в лояльности Бейбарса, отказал ему в этом. Тогда он вновь составил заговор, и Кутуз был убит еще до возвращения египетской армии из Палестины в Каир. Король умер, да здравствует король. Новым султаном эмиры провозгласили, конечно же, Бейбарса. И в конце 1260 года он торжественно вступил в Каир. Бейбарс I. Полное имя Аль-Малик Аз-Захир Рукн ад-Дуния Вад-Дин Бейбарс. Мамлюкский султан Египта и Сирии. 1260-1277 годы. Санджар, узнав об убийстве Кутуза, немедленно восстает против Бейбарса. Он провозглашает себя независимым правителем. Однако вскоре терпит поражение от подоспевших верных Бейбарсу войск. Санджара доставляют в Каир, однако вместо ожидаемой казни за мятеж его ожидает необычайно теплый прием. Бейбарс и Санджар были хуждашами, то есть принадлежали к одной группе учеников одного мастера, и еще в юности поклялись соблюдать узы братства. Бейбарс не только не предал его смерти, но и назначил наместником Халеба. Именно после этого назначения в его титуле появился новый эпитет – Халаби, то есть Халебский. Алам ад-Дин Санджар аль-Башкурди аль-Халаби – влиятельный эмир в период правления султанов Бейбарса и Калавуна. Тем временем меч ислама, как после победы над крестоносцами и монголами именовали Бейбарса, приступил к реализации своих планов. Чтобы сковать активность монгольского ханства хулагидов в Иране, он налаживает тесные политические связи с Золотой Ордой, хан которой, Берке, принимает ислам. В 1266 году он взял твердыню ордена тамплиеров Сафед, а затем разгромил царя киликийской Армении Хитума и взял его столицу, город Сис. Затем пали Антиохия и другие крепости крестоносцев. Их положение стало безнадежным. Тогда они организовали 8-й крестовый поход, но он окончился неудачей. Мамлюки смогли остановить крестоносцев. Это очень редкий случай. Почему? Потому что мамлюки были в основном, имели легкое вооружение защитное, а крестоносцы имели тяжелое защитное вооружение. Мамлюки не использовали длинные мечи, не использовали длинные тяжелые копья, у них копья были легкие, и в основном имели лучный бой. Но благодаря мастерству лучного боя они смогли остановить крестоносцев под Газой, не вступив даже с ними в соприкосновение. Но, разумеется, мамлюки хорошо владели своими лошадьми, великолепными арабскими скакунами, и мамлюки умели использовать местность, они в ней хорошо разбирались. И еще одно преимущество мамлюков – они прекрасно знали все способы атаки. В 1277 году султан Рукн ад-Дин Бейбарс умер. Вот что писал о нем историк Ибн Ияс. Победоносный царь Бейбарс был отважен и могуч. Пользовался заслуженной и непревзойденной славой, сполна соответствовал званию султана, был гениально разумен и сведущ в государственных делах и проблемах. Это был великий царь, перед которым преклоняли колени восточные и христианские цари. Он часто выступал в походы. Свое имя снискал он геройством, и на поле брани бывал он беспримерным храбрецом. Что зима, что лето, не сходил он с коня. Бейбарс был статен, высокого роста, светлолиц, носил округлую бороду. Булатный меч шариата. Бейбарс глубоко почитал ученых и богословов и любил оказывать людям милосердие и благотворное вспомоществование. Султан Бейбарс был одним из величайших государей всех времен и народов. В Египте стоит мечеть Бейбарса. В Казахстане в честь него воздвигнут памятник и снят художественный фильм. Его имя гремит по всему миру. В Башкортостане о нем знает лишь узкий круг ученых. Конечно, он не имел непосредственного отношения к башкирам, но, принадлежа к роду Бурджаглы или Бурджан, он являлся родичем башкирам-бурзянам. После смерти Бейбарса новым султаном стал его ближайший друг, соратник и соплеменник Калавун.
Аль-Малик Аль-Мансур Саиф ад-Дин Калавун происходил из племени Бурдж-Аглы, носил прозвище Альфи, так как в свое время был куплен за 1000 динаров. Даже будучи султаном Египта, Калавун почти не говорил по-арабски. Почти всю свою жизнь он провел в походах, военных лагерях, в окружении таких же, как и он, тюркских воинов. После прихода к власти он назначает Санджара аль-Башкурди наместником Дамаска. Тем временем, монголы, думая, что после смерти Бейбарса у мамлюков не осталось достойных вождей, начали новое масштабное вторжение в Сирию. В октябре 1281 года близ города Хомс состоялось сражение между султаном Калавуном и Менгу Тимуром, братом хана Абаки, правителя Ирана. В ожесточенной битве Калавун сумел разбить 80-тысячную армию Менгу Тимура, состоявшую из 50 тысяч монголов и 30 тысяч армян и грузин. Во время битвы Санджар аль-Башкурди сражался на левом фланге мамлюкской армии. Для всемирной истории это, в общем-то, большое имело значение, вот такая, значит, такие победы. Почему? Потому что европейские армии монголов не могли остановить в прямом сражении. Мамлюки этого смогли сделать. После сражения новые почести, новые пожалования. Но Санджара аль-Башкурди поджидал очередной удар судьбы. В 1283 году он вновь был арестован. Теперь из-за подозрений Калавуна, вызванных чрезмерной популярностью аль-Башкурди среди жителей Дамаска. Султан опасался, что аль-Башкурди, пользуясь своим положением любимца народа, отложится от центральной власти в Каире. Санджар аль-Башкурди пробыл в заточении несколько лет, вплоть до смерти Калавуна в 1290 году. Сын Калавуна Аль-Ашраф Халил, воссевший на трон султана после отца, выпустил заслуженного ветерана, сподвижника Бейбарса и Калавуна из тюрьмы, восстановил его в правах, и тот, прожив еще 3 года, спокойно умер в мире и почете. Султан Аль-Ашраф Халил ибн Калавун завершил разгром крестоносцев, начатый Бейбарсом и продолженный его отцом. В 1291 году пала Акра, сильнейшая крепость крестоносцев в Палестине. После ее падения без боя сдались Тир, Сидон и Бейрут. Последние европейцы эвакуировались на Кипр. Героическая эпоха крестовых походов на Святую Землю закончилась. Только мамлюки смогли организовать сопротивление и смогли разбить в прямых сражениях монгольское войско, которое шло в Передней Азии и наступало на Египет. И только мамлюки смогли остановить и разбить крестоносцев. Вот это необычайный феномен в мировой истории, когда организованное войско, находящееся в иноязычной среде, понимавшее, что в случае поражения оно будет полностью истреблено, оно смогло организовать достойное сопротивление и в какой-то степени изменить ход мировой истории. Мы должны это признать. Независимость мамлюкского султаната была ликвидирована в 1517 году, когда турецкий султан Селим I Лютый сломил сопротивление мамлюков и завоевал Египет, сделав его провинцией Османской империи. Таким образом, янычар победил мамлюка. Мамлюки сохранили свой привилегированный статус, но подчинялись турецкому паше. Когда в 1798 году в Египет вторгся Наполеон, мамлюки дали ему сражение, но были разбиты в так называемой «битве у пирамид». Часть мамлюков, 250 человек, перешли на службу к Наполеону и составляли его гвардию. Это была личная охрана, это была гвардейская часть, привилегированная. Известен мамлюк Рустам, который потом оставил свои записки о том, как он был в охране Наполеона. И эти мамлюки даже участвовали в Отечественной войне 1812 года. Они охраняли Наполеона вплоть до похода в Москву, но затем большая часть мамлюков погибла во время отступления французской армии. Окончательную точку в истории мамлюков поставил турецкий наместник в Египте паша Мухаммед Али. Мухаммед Али паша, албанец по происхождению, янычар, наместник Египта, вассал турецкого султана, основатель династии, правившей до революции 1952 года.
Решив покончить с мамлюкской вольницей, в 1811 году он пригласил их вождей на торжественный ужин и приказал убить. После этого началось повальное истребление мамлюков по всему Египту. Мамлюкский корпус, несколько столетий управлявший этой древней страной, прекратил свое существование. Мамлюки в истории Востока сыграли выдающуюся роль. Если говорить об их исторической миссии, то она очевидна. В то время как арабский мир пребывал в состоянии культурного расцвета, сопровождавшегося, однако, утратой способности к самозащите, именно тюркские мамлюки стали той силой, которая спасла мир ислама от агрессии европейцев и монголов. Но у каждой вещи есть свой предел, и он был исчерпан. Мамлюки ушли в небытие, оставив нам россыпи бриллиантов своей славной истории.